Ассаламу алейкум, дорогие братья и сестры, рад вас всех приветствовать на нашем канале. Ребят, пролистывая страничку одного из лучших таджикских спортивных журналистов, ребята, Бахридина Джалилова, я думаю, вы все знаете, по моему мнению, он самый лучший спортивный журналист в Таджикистане. Я увидел пост, ребята, на его страничке. Запомните это лицо, оскорбившее 50 миллионов человек. Он имел в виду 50 миллионов таджиков. Это Сергей Бойко. Я задался вопросом, что же все-таки сказал или сделал Сергей Бойко в отношении таджиков, ребята, что он сказал против таджиков. И я нашел, ребят, эту информацию, нашел видео. Это видео сделал Марат Сафаров, преподаватель НГУ. Ребят, он тоже таджик, ребята, и он сделал видео обращение к Сергею Бойко. Давайте послушаем. Что у нас тут не фуки-ля-ля, тут серьезных людей со всей России привезли. Платим зарплаты, то есть не таджики какие-нибудь. А платим серьезные зарплаты, там по 100 тысяч у нас получают строители. Расист. Таджики равно гастарбайтеры. Дешевая рабочая сила. По крайней мере, так думает депутат Горсовета Новосибирска Сергей Бойко. Может, это он так шутит в стиле нашей Раши, а может и правда уверен, что некоторые национальности годятся только для того, чтобы укладывать плитку. Спешу огорчить Сергея Бойко. Я таджик по национальности, почти всю жизнь прожил в России, окончил аспирантуру, преподаю в университете. Видимо, по мнению депутата, я должен бросить свою диссертацию и бежать на стройку. У меня есть знакомые спортсмены, учителя, врачи. Скажу по секрету, они тоже таджики. Встречаются и простые рабочие, но и они заслуживают уважения. Депутат должен представлять интересы людей, которые за него проголосовали. Интересно, Сергей Бойко правда думает, что за него проголосовали в основном расисты? Что я хочу сказать этим обращением? Если это была просто неудачная шутка, то ждем как минимум извинений. Все же депутат – публичное лицо. Ему нужно следить за словами. Если же это принципиальная позиция Сергея Бойко, то я готов направить обращение в прокуратуру. Прошу вас, поддержать это видео. Эта проблема касается каждого. Сегодня мы допускаем неуважение к одной нации, а завтра оскорбления станут нормой. Вот такие дела, ребят. От себя хочу сказать пару слов. Ведение канала, 2 года веду канал, ребят, про таджиков, про Таджикистан. И могу так сказать, что Таджикистан это один из самых древних народов, ребята. Сами таджики уважают своих родителей, уважают стариков, уважают свою религию, ребята. Всегда приходят на помощь своим братьям. Не только братьям, они помогают и другим, ребята, другим национальностям. Сам знаю это на примере того лета, когда была пандемия, и они приходили на помощь ко всем, ребят. Также знаю таджиков как со стороны, что они трудолюбивые, ребят, встают рано, ложатся поздно. Сам знаю много друзей в России, ребят, знаю, как они работают. Работают они качественно и делают свою работу всегда качественно. Таджикистан это трудолюбивая нация, ребята, хорошая, добрая нация, хорошие там люди, это я могу так сказать. Одна из бывших республик, дружеских республик бывшего Советского Союза, ребят. Что еще могу сказать? Также нашел обращение в комментариях одного таджика, и он общался с Сергеем Бойко, и как тут написано: «Здравствуйте, да, я был неправ, передавал чужие слова и некорректно выразился. Приношу свои извинения вам. Сегодня в 20:00 по новосибирскому времени в прямом эфире на YouTube еще раз извинюсь. Еще раз простите, понимаю, что был неправ». Это он написал нашему брату с Таджикистана, и у нас есть такая возможность проверить, извинится ли он или нет. У него есть свой YouTube канал. Ссылочку оставлю в закрепе и под этим роликом. Посмотрим, ребят. А также пишите свои мнения в комментариях, что вы думаете. Я только что закончил эфир с Сергеем Бойко, и где он принес свои извинения. Конфликт исчерпан.
Я осуждаю те оскорбления, которые были написаны в адрес его семье, поэтому прошу прекратить это делать. Это недостойно. В ближайшее время мы запишем второй ролик, где подытожим то, что произошло, и выставим обязательно на страницу. Спасибо. Хочу сказать большое спасибо за вашу поддержку, потому что именно благодаря такой поддержке удалось достучаться и до Сергея, и до всех о том, что ни в коем случае нельзя оскорблять людей по национальности или по роду деятельности. Спасибо. Безусловно, приношу свои самые искренние извинения, потому что все люди имеют право на развитие, на человеческие условия и на любую работу, которая им нравится, которой они хотят заниматься. Мне неприятно, когда твой народ, твою национальность сравнивают с неквалифицированной рабочей силой и считают, что именно таджики пригодны только для такой работы.